Сергеич! Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, гости. Третий день сегодня в Центре спортивной подготовки «Триумф» города Якутска проходит первый в России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. При поддержке главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Сегодня пройдут до обеда утешительные поединки в 4 весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 килограммов. По окончании пройдут финальные поединки. Главный судья соревнований Магомед Куракаев. Судья Всероссийской категории Чеченская Республика. Главный секретарь Татьяна Чемодаева. Судья Всероссийской категории Красноярский край. Соревнования курирует представитель Федерации спортивной борьбы России, олимпийский арбитр Юрий Алексей Возлюбин. Москва. Итак, доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые любители спорта. У нас стартует третий соревновательный день первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. И у нас сегодня финалы в 4 весовых категориях. Но это все будет уже в 14:00 в дневной программе соревнований. Ну а утром мы сегодня посмотрим схватки, утешительные схватки в 4 весовых категориях, то есть за выход в малый финал у нас будут соревноваться спортсмены. А с вами комментаторы Салтан Сергеевич Засеев и Степан Посельский. Доброе утро, Салтан Сергеевич. Доброе утро, уважаемые зрители, любители вольной борьбы. Да, ну и у нас есть возможность, наверное, сейчас подвести некоторые итоги первого дня. Да, конечно же, порадовал нас Лев Павлов, да, завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов. Ну и, конечно же, блестящее выступление, как и ожидалось, впрочем, да, борцов из Дагестана. 3 золотые медали, еще одна золотая медаль у Красноярска и одна у Москвы. Но параллельный зачет Кабардино-Балкарской республики, я так понимаю, да? Да. Ну, в общем, такие у нас пока расстановки. И сегодня, конечно, тоже нас ждут интереснейшие финалы в 4 весовых категориях. И в том числе у нас будут борцы из Якутии участвовать в малых финалах. В борьбе за бронзовые награды будут бороться. Ну, к этому мы вернемся позднее. А сейчас на ковре Арсен Доржу из ТВ и наш якутский борец Эдуард Попов. Он тоже будет бороться за схватку за выход в малый финал. Ну, Эдуард тоже совсем недавно вышел в эту возрастную категорию, да, тоже молодой совсем еще парень. Впрочем, как и его соперник. Неплохо, в принципе, себя показал во второй день соревнований накануне. И одержал, по-моему, одну победу, да, одно поражение. Ну и у него есть возможность себя показать сейчас в предварительных, в утешительных, вернее, схватках. Ну и если возвращаться к нашим финалам сегодня, да, то у нас в весовой категории до 70 килограммов за бронзовую медаль будет бороться Владимир Баяновский. Ну и в 61 килограмм у нас будет Юлиан Григорьев бороться. Салтан Сергеевич, мы с вами смотрели полуфинальные схватки. Очень равные, при равенстве счетов оба уступили, к сожалению. Да, чуть-чуть и везения, может быть, не хватило, может быть, чуть-чуть опыта, да? Что, как вы считаете? Обидно, конечно, у себя дома вот такую хорошую борьбу показали. И Не такой смогли шанс, выйти в финал, да? такой шанс, надо, конечно, использовать. Но молодые ребята достойно боролись. Ну, самое сейчас уже, да, самое главное показать себя хорошо в бронзовых финалах. 14:00 тоже всех болельщиков приглашаем
поддержать наших ребят. Конечно, действительно, мне кажется, и тот, и другой парень очень хорошо себя проявили. Я думаю, что будут они и также и приглашены на сборы, да, в национальную команду в этой возрастной Ну, они группе. уже попали Да. в сборную команду Ну и России. неплохо себя показали, особенно, конечно, и Юлиан Григорьев, который, в общем-то, был в шаге от финала, да, на самом деле даже не в шаге, может быть, да, а полшажочка осталось сделать. Но то же самое можно и про Владимира Баяновского сказать, который, в общем-то, стал, наверное, тоже одним из открытий турнира, потому что он выиграл многих фаворитов именно этого веса. Вот в чем, что называется, да, проблема-то. Выиграл-то он как раз сеянного фаворита в этом весе в Да, 70 да, да, килограммов. да. Эльтемирова, да? Ну, упорно борьба идет. Вот решил Кстати, да, вот 4 на 4 балла тоже. 4 балла заработал, 6-0 проигрывал Попов, но вот вернулся, в общем сказать, да, в борьбу. И сейчас 6-4 схватка продолжается. Интересная схватка, такая юниорская, действительно, очень активная, много атакующих действий. Вот вышел вперед. Да, 6-6 и вышел вперед. Ну, о чем мы говорили, очень такой тоже парень бросковый, не чурается. С характером тоже все в порядке парня. 6-0 проигрывал и вот, в общем-то, показал характер, вернулся. Ну, представителей Тувы еще нету медалей, так что они вот у них последняя надежда. Да, в общем-то, не сказать, что, конечно, очень успешно, да, и Бурятия, и Тыва, да и многие другие регионы. Сегодня, к примеру, будет во всех 4 весовых категориях будет борцы из Дагестана. Я думаю, что несколько, конечно, у них золотых медалей еще прибавится. Впрочем, и как и сборная Чечни, наверное, можно сказать, тоже приятно, ну, не удивила. Для вас, наверное, сложно этим удивить. Вы знаете, да. что, да, сейчас у них очень хорошая и молодежь вырастает, и в принципе, да, школа действительно встала на ноги и является одной из лучших у нас в стране. Удивила, может быть, неприятно как раз сборная ваших земляков от Северной Осетии, Алании, да? Но у них сейчас сильно перестройка Да, идет. перестройка, Да, да. у них с этими комиссиями, которые сейчас работают, переростками, у них очень большие проблемы в этом направлении. Ну, мы знаем, что такие традиции, они в любом случае дадут позднее всход, да, то есть это, ну, временные, скажем так, трудности, будем надеяться. Ну, скорее всего, так и будет, Ну, да. вот живой пример. В Дагестане не раньше начали этим заниматься, вот, процедурой проверки Заниматься, да? документов, да. И вот сейчас у них все свои ребята борются. Уже в своем возрасте. И они лидеры сейчас. А был момент, когда наравне с другими они боролись. Как-то, да, Попов был близок сейчас к еще 2 баллам, а наоборот сейчас отдает 2, 8-6. Такая, да, очень эмоциональная борьба у нас получается. Ну, сейчас он сможет защититься, да, стойку, А времени еще есть у него. конечно, да. Сейчас все может поменяться и в ту, и в другую сторону. В общем, удивляться, наверное, не стоит. Чуть не затянул. Совсем молодые ребята. Да, приятно смотреть, вот, когда своим возрастом ребята борются. Они более динамичные. В маленьких весах, вот сейчас я смотрел, вот третий день, практически все своим годом борются. Большие веса еще есть, наверное, кто-то проскакивает. И борьба у них не такая динамичная, как у ребят. Ну и, кстати, Молодых. надо сказать, что финал с участием, да, Льва Павлова, наверное, действительно, можно сказать, был самым ярким финалом. Да. Самый лучший финал вчерашнего дня, вот олимпийской категории, это был, вот, который Павлов Да. показал. Это дорогое стоит, если на туше выиграть, положить своего соперника в финале за золотую медаль.
Поднимает А, и переворачивает соперника. Попов. счет сравнялся, и у него четырехбальный бросок. Да. Эдуард Попов снова выходит вперед при равенстве очков. 8-8. Но схватка действительно захватывающая. Очень интересная получилась. Да, очень интересный парень. Я до этого видел его схватки. Ну, надеемся, что будет он прогрессировать. Конечно, сейчас он еще сырой, да, как принято говорить, да, что Да. парень, Для ему такого, еще, да, расти и расти, конечно. да, первый раз на таком первенстве борется. Если он сейчас, к примеру, сможет выйти, да, в бронзовый финал, то это будет для него грандиозный успех на самом деле. Ну, большой, по крайней мере, шаг вперед в спортивной карьере. Но пока еще рано об этом говорить, потому что и Даржу, да, вот 2 балла еще взял. Да, 6-0 проигрывал. Это уже победа. Ну, будем надеяться, еще времени-то На достаточно. секунду, я 17 думаю, секунд. он Не даст, да. не даст. Он как ветераны за него болеют. Да, наши именитые спортсмены Василий Гоголев, Александр Иванов. Видите, о чем говорим? Но по качеству все равно да. выигрывает, да. Так что сейчас надо ему удержаться. Четырехбальный бросок пока решает качество. Ну, и Это накрывает, победа. Да. Да. Но сложно было. 10-10 счет. О чем тут говорить, да? Ну, вот, кстати, это очень правильное решение, что качество решает Да. в первую очередь, да, потому что именно четырехбальные броски должны больше оцениваться. Для этого сделали, чтобы динамичная была борьба и зрителям было вот эти броски, четырехбальные, пятибальные броски. На ковре А утешительный поединок весовой категории. Да, блестящий. Характер проявил, вот борьба. такую схватку вытащил. Да. Воспитанник Чурапчинской спортивной школы борьбы тоже. Эдуард Попов. Ну, у него еще одна схватка, я так понимаю, Да, будет да. сегодня в утешительных встречах. Так что пока еще рано говорить о том, что он вышел в малый финал. Но, по крайней мере, и для себя он хороший опыт, да, вот набрал и в этой Да. схватке. И для тренеров тоже будет, конечно, на что посмотреть, подумать, указать. То есть это опыт и для спортсмена, и для тренера, конечно, тоже. Следующая схватка в весе тоже до 61 килограммов. Самарец Ара Севаян и Республику Крым представляет Рустам Жилясов. Ну, Жилясов, кстати, мы его схватки смотрели, да, пару. Да. Он неплохо себя проявил, наверное. Он давно уже, я его давно знаю, давно он борется. Да, пионером последний год у него. Этот помоложе, наверное, Это да? помоложе Севаян? парень. У нас много было, кстати, Юлиан Григорьев, который вот должен был практически выйти, да, в финал. Ему, по-моему, 17 лет. Да, очень молодой парень. Молодой Да. парень. И, конечно, для него есть хорошая возможность показать в этом возрасте. Еще 2 года он будет бороться Да. в этом возрасте, так что Ну, хорошая практически молодые ребята у вас все борются. Очень молодые. У них еще впереди. По этому возрасту запас есть. возможность. Резерв виден, да, Да, все-таки есть. да. Хорошо, когда таким вот они из кадетов выходят и сразу вот себя находят уже в юниорском возрасте. Не всегда это получается, да? Да, это болезненно некоторые переносят вот переход из одного возраста на другой. Это очень качественную борьбу показывает. Это уже юниоры, они уже ближе к взрослой борьбе уже будут себя готовят, уже готовят себя. На ковре А спортсмены весовой категории до 61 килограмма ведут утешительный поединок. В красном трико Ара Севаян. Ну, пока схватка очень Спортсмены 19 равная. лет, кандидат в мастера спорта. Серебряный Бросок призовой Севаян. первенства 2 балла области. оценили. Его соперник в синем трико Рустам Жилясов. А еще раз напомним, что у нас в соревнованиях принимают участие спортсмены из 43 регионов, более 300 борцов.
Глеб Муратов. Ну и финалы наверняка многим запомнились. Тоже интересные схватки. Сегодня бронзовые финалы, конечно, особенно мы ждем. Как себя покажет тоже. Вот, сегодня на совещании ребята, которые прошли семинар, судейские, местные ребята, вот якутские, сертификаты получили. И они такой же большой опыт приобрели вот, после этого семинара, работая здесь, на этом первенстве, как и ваши молодые ребята вот на ковре. Так что все взаимосвязано. У нас федерация работает, тренеры работают, руководство работает, чтобы и борьба, и судьи были качественные. Ну, кстати, Салтан Сергеевич, я давно, наверное, не был на соревнованиях с таким качественным судейством, в общем, да. Ну и, конечно, то, что пригласили и квалифицированных судей, которые проводили судейские как раз, да, семинары, это очень Да. помогло, конечно. В жюри они сидели и, в общем, помогали решать вот как раз эти самые сложные такие ситуации, да, челленджи, просматривали тоже, консультировали арбитров, показывали, да. Ну и, конечно же, каждый день перед соревнованиями традиционное судейское совещание и, конечно же, указывают на какие-то моменты, как вести схватки. Это очень, на самом деле, качественно, очень помогло. Да. А я вот тоже смотрю, как работают судьи, да, и в том числе и по определению пассивности и так далее. А вообще нет никаких предвзятого отношения, в общем-то, или спешки какой-то. В общем-то, все так, как должно быть, в общем-то. Ну, я добавлю, потому что здесь очень удобно работать. Вот судьи себя свободно чувствуют, потому что все условия проведения соревнований, и вот это просмотры, вот это все, это поднимает качество судейства тоже. Это все взаимосвязано. Да, ну и, конечно же, этот опыт, он будет распространяться на всю Россию. То есть и в других соревнованиях уже будут и требования расти, и, в общем-то, и квалификация судей тоже, само собой, будет тоже расти. И, как вы сказали, сейчас, в общем-то, идет молодая поросль, скажем так, судейская, да, есть много молодых, перспективных судей, в том числе из нашей республики. Ну, правильно, тут лучшие судьи вызваны по вызову 20 человек, остальные вот 10 человек уже местные, которые семинар прошли. Да. Наши ребята, местные ребята. Кстати, вот И Виктория никто не Барашкова потерялся. золотой финал судила, да, у нас Да, на первенстве. да. И ребята, никто не потерялся, всех каждое утро. И никакие ошибки к ним не предъявляли и даже похвалили, что хорошо работают. А судьи это определяет лицо любых соревнований. Да, я согласен. От судейства очень много на самом деле зависит. Я и с руководством разговаривал вчера, что надо ребят отправлять на Соревнования. соревнования, чтобы всех не могут вызвать. Вызвали одного, еще одного с ним отправить. Находить какие-то средства. Согласен, да. Да. Ну, по требованиям с командой должен быть один, да, Конечно. ну как минимум Да, один да. судья. Но можно, по возможности, действительно надо направлять и других. Ну вот мы стараемся, вот тоже вот я непосредственно работаю тоже Алексеем Николаевичем, Александровной, вызывать якутских борцов. Коля Николаев помогает, он в Москве сейчас работает. Сейчас Улан-Удэ вызвали, Кривошапкина. Вячеслава, да? Да. В августе у нас будет первенство России, в Иркутске тоже пару человек. Я постараюсь вызвать якутских судей. Да, кстати, напомним, да, всем любителям вольной борьбы, что в конце этого месяца будет большой турнир в Улан-Удэ, да? Да. Байкал Open. Байкал Да. Open. Ну, в общем-то, называется он всероссийским, но будет с участием спортсменов из 11 стран. Да. Ну и в том числе наша команда сборная национальная взрослая тоже. Два состава. Да, два состава будут участвовать. Так что
Наверное, это будет один из тоже лучших турниров вот весны. Ну, 40 человек монголы приезжают, Иран полной командой, Беларуси 2 команды везут. Ну и там уже ваши легионеры, которые за другие страны борются, они тоже заявились. Не ваши легионеры, эти страны заявились. Я вот, кстати, не сомневаюсь в том, что и организаторы наверняка смотрят наши соревнования тоже. Ну и, конечно, из Бурятии тоже есть здесь наши гости, да, которые непосредственно тоже будут причастны к участию, к организации соревнований. И вот это тоже им в помощь тоже будет, да. Ну да, я вчера встречался, вице-президент федерации у них, здесь он сидел, почетный гости, где я с ним разговаривал, говорит, вот какие у нас, что нам надо добавить, что нам сделать по организации. Ну вот. Да. Ну, у них, кстати, замечательный дворец спорта, новенький тоже. Ну, Там поменьше, конечно, у ну них да, арена, но да, тем не менее да. хороший. Хороший, да. Проходит ноги Севоян. 3-3 счет на самом деле здесь вот, на табло. И как видите, да, опытный человек. Смотрите, как в концовке вырывает победу на 2 балла потом. И сейчас вот в контрдвижении поймал соперника и выходит вперед уже 4-3 в пользу Желясова. Хотя всю дорогу, что называется, атаковал Севоян, да, помоложе парень. Он вел 3-1 вроде за минуту до окончания, но все-таки опыт есть опыт. Нет, здесь Да, он проиграл. проиграл. Еще 2 балла и 6-3 Желясов. Видимо, с ним будет встречаться, да, наш. Да, скорее всего, да. Нет, или там его уже ждет Шаргоев, иркутский борец. Да, наш иркутский борец. Ну, тоже очень молодой парень, тоже будет интересная схватка. С Желясовым была бы не такая интересная схватка, потому что, ну, он поопытнее, такой, видите, да, более тактически грамотный. Шаргоев тоже бросковый парень. Да, очень бросковый, Да, кстати, да, видели его схватку. Даже 2 схватки, по-моему, Тоже вчера. 17 лет, молодой парень. А вот и как раз интересная борьба будет. Но я думаю, что ваш борец выиграет. Ну а сейчас выйдет на ковер один из немногих осетин, да, представляет Северную Осетию, Аланию, Валерий Суанов. Это весовая категория уже 79 килограммов. И выйдет он против борца из Ульяновской области Руслана Искандарова. Ну и после этой схватки ждем нашего Эдуарда Попова против Максима Шаргоева, я так понимаю. Ну, в утренней программе сегодня немного схваток, прямо скажем, да, потому что только 4 веса, ну и только утешительные поединки. Северная Осетия Алания, Валерий Суанов. Спортсмену 18 лет. Да, 2 балла Суанову. Категория Все скорость. справедливо. Призер первенства республики Северная Осетия Алания. Скандаров. Вот этих борцов не понимаю, которые апеллируют арбитру, вот, показывают, свое мнение навязывают. Он также имеет право, спортсмен, если не согласен с оценкой, взять челлендж и чтобы рассмотрели. И им право такое дали спортсменам. То есть даже без согласования с Да, тренером да, можно, да, да. Вот небольшие изменения сделали вот, вот с января правилах, месяца, да? да, в правилах. Вот. Даже если в динамике он проиграл там 8-6 баллов, и он видит, что его этот, он не должен столько проиграть, и там нарушение было, он может взять челлендж, просмотрели, если на самом деле было нарушение, все баллы убираются, время возвращается, когда это все началось. А что у них такие же права, как у тренера. И тоже дается 10 секунд на обдумывание. Если в нейтральное положение встали, он посмотрел, может челлендж взять, если просмотрели.
Еще 2 и 6-0 ведет уже Суанов. Нет, там за ковром последний. Дал. Засчитал, да. Ну, Петр Соловьев дал. ну, мне кажется, там... руководитель ковра, наверное, сейчас. Ну решит. да, консультацию сейчас делает. Даже в четырехбальные, кажется, да, оценка. То есть тот, который за ковром не засчитали, но первое движение... Первое 4 движение. Ну вот 4 челлендж балла. выбросили. Вот это нельзя делать. Это нельзя. Вот он просто пожалел. Челлендж возвращается и делается устное замечание. Если пинают там... Да. Правильно, надо на самом деле воспитывать Конечно. и спортсменов. Вот, если честно, да, вот я на нескольких тоже чемпионатах России по боксу, к примеру, был, да, там вообще никогда ни один спортсмен, я не видел, чтобы он апеллировал к судьям, что-нибудь такое. Вот даже там, ну, близкие бои очень много бывает, да, в боксе, вы понимаете, в любительском. Но каждый там пожимает руку, и вообще такой порядок, что просто диву даешься на самом деле. Ну, он себя недостойно повел сразу, когда он начал диктовать. Этот челлендж, это святое для тренера. А он не понимает, что у него нету понятий. Он даже не, он только кубик видит, а это не значит, что для чего этот Но челлендж. этим тоже должны заниматься судьи, уже самых Судьи, младших возрастов, тренеры, да, и да. тоже надо наказывать сразу. Да. Правила для этого и существуют на самом деле тоже, да, что Я к этому жестко отношусь. да. Или тренер, или этот спортсмен, ну все. Я вплоть до того, что снимал соревнования. Это же просто люди даже для болельщиков, для зрителей это просто, ну, очень как Да, бы конечно. некрасиво это. И даже желание пропадает смотреть. Ну, дождемся решения арбитров. Но мне кажется, здесь, в общем-то, вопрос только качества, да, броска на сколько баллов, либо 4, либо 2. Хотя в любом случае такой доминирующий борьбу на ковре показывает борец из Осетии Суанов. Да, вот челлендж проигран. И еще 1 балл добавить за проигранный челлендж. 7-0, видимо, счет сейчас будет на табло. Еще 2 балла сейчас зарабатывает Суанов. 9. Да, вот сейчас заработал и 11. Все. Досрочная победа Валерия Суанова. И будет он, я так понимаю, бороться. Еще один участник в весе до 79 килограммов, Георгий Шумилов из Брянска, сразу, я так понимаю, выходит в малый финал. Заректо Ухинов из Бурятии травмирован и снялся с турнира. Сейчас Эдуард Попов и Максим Шаргоев должны провести поединок. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов Георгий Шумилов, Брянская область, Заректо Ухинов, Бурятия. Ввиду травмы Заректо Ухинова, представителя Бурятии, победа присуждается Георгию Шумилову, Брянская область.
Да, вот о чем мы говорили, да. Георгий Шумилов выиграл в связи с неявкой соперника Зарикто На Кутинова. утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма. Да, Приглашаются вот несмотря на то, что сегодня утром только утешительные схватки, тоже преданные болельщики пришли поболеть. Вот уходит Максим Шаргоев, спортсмен из Иркутска. Тоже парень бросковый. На ковер А приглашается Эдуард Попов. Ковер А. И Эдуард Попов выходит на ковер. Да, поединок, который мы ждали, да, Салтан Сергеевич. Да, судей собирал. Эдуард Попов и Максим Шаргоев. Ваш, можно сказать, подопечный Да. тоже. Они одинаковые, возрастом по 17 лет обоим. Можно сказать, школьники, да? Да. И борьба одинаковая у них. Похожие, кстати, да, тоже. Парни бросковые тоже. Больше в атаке пока присматривается. Ну, Попов хорошую схватку выиграл перед этим. Восстановился, наверное, так. Но это уже схватка за выход в малый на финал. финал. Так что так, груз ответственности тоже, само собой, давит, да? Конечно. И тому, и другому хочется проявить себя, выйти в борьбу за бронзовую награду. Арбитр из Брянска, Вячеслав Монахов, тоже молодой парень. Хорошо судит, уже чемпионат судил. Воспитанник Алексея Николаевича. Сейчас могут 30 секунд, да, Да. засчитать. Шаргоева, я так понимаю. Скорее всего, да. На ковре А борец красных трибун Эдуард Попов. Спортсмены 17 лет. Нет, наоборот, да. Имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер перед Да, 30 секунд засчитывает Эдуарду Попову. Его соперник синий трибун Максим Шаргоев, Иркутская область. Максиму 18 лет, кандидат в мастера спорта. Тренеры Барашонов, Балтуев, Жирмаев. Ковер А.
Да, балл дали синему. Да, очень осторожно борется. Видимо, давит на самом деле выход в малый финал. Да, совсем уже по-другому борются, да, спортсмены. Но я думаю, что во втором периоде уже картина тоже изменится. Будет другая борьба. Немного волнуется, тоже видно. Призер первенства Северного класса федерального округа представляет спортивный клуб Руководство показывает Петра Петровича. Его соперник в синей Автографы раздает. команды Красноярского края Рустам Исаев. Рустам 20 лет, имеет первый спортивный разряд. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва народной борьбы города Красноярска, бронзовый призер первенства Красноярского края. Тренер Радик Ковер. На ковре А в красном трико Эдуард Попов, Республика Саха-Якутия. Ну и уже поактивнее, да, видно сразу уже с первых секунд, что Иркутская область. должны показать себя. Ну и для Эдуарда, наверное, даже хорошо, что первый период прошел именно в таком ключе, потому что, ну, он на один поединок, да, больше все-таки провел сегодня. И это Вот для него сейчас второй. 30 секунд дали синему. Да, 30 Ну, секунд. это справедливо. Технических действий нету. Равная борьба. Да, ребят еще не доходит, когда активный борец 30 секунд борется. Надо техническое действие, ты еще получаешь дополнительно 1 балл. Но у них еще пока не выработан этот рефлекс. Да, лучше, конечно, даже если заработаешь один, то добавится еще, еще дополнительный. И 2 балла уже можно вести. 1-1 счет. И ведет в этой ситуации Эдуард Попов. Должна раскрыться борьба в концовке. Вот, берет, пытается найти захват Эдуард, вернее Максим, как проигрывающий, да, в данный момент ему надо найти себя в атаке. Эдуард Попов пока в защите. Но это тоже редко приводит к успеху. Лучше атаковать, да, вот он это тоже понимает, конечно, и пытался сейчас пройти в ноги, но Да, не получается. одна атака. Да, и последняя минута. Арбитр, наверное, не будет сейчас вмешиваться. Ну да. Уже сами решат борцы на ковре. Но если, конечно, не будет совсем уклоняться от борьбы. Вот пока такого нет. Да, какая вязкая борьба, да, неожиданно. Но это тоже, конечно, ответственность. Да, ну, не готовит атаку Шаргоев, да, он как-то Да, разбросано всё. разбросанно атакует. Издалека несколько попыток прохода в ноги, 13 секунд. Но сейчас будет, наверное, какое-то действие либо от красного, либо... Ну, надо было атаковать, наверное, сейчас и Эдуарду. 1-1 счет. И, конечно, тяжелейший выход в малый финал Эдуарда Попова. И первая схватка была непростой, да? При равенстве счета. Ну, это тяжелее схватка для него. Да. Оказалось. Ну, тут, конечно, и жаль и Шаргоева, но кто-то должен выиграть, конечно, схватки. Надо было показать себя в атаке, конечно, лучше.
проявить Ну, себя. имитация это имитация, но когда ты в захвате борешься, это другая борьба. Там можно определить пассивного борца. Ну и повтор. Так я не понимаю, 3 минуты ходил пешком, а потом уже начал Бороться, да. бороться. Ну, поздравляем Эдуарда с выходом в малый финал. Для него это тоже будет отличный опыт. И нам будет за кого поболеть. А в дневной программе уже 3 борца будут бороться за бронзовые награды. Эдуард Попов в утренней программе 2 победы одержал. Неплохо. Ну что, у него уже попал в список сборной команды. Имран Хункеров из Дагестана. Тоже весовая категория до 61 килограммов. И Желясов, да, я так понимаю. Это уже с Вторая другой схватка стороны у него, сетки, да. Для Желясова это вторая схватка, а его соперник из Дагестана Имран Хункеров. Желясов представляет республику Крым. Иркутская область. На ковре Б приглашаются Сайм Пелик Оршан, Республика Тыва, Ахмед Мусаев, Республика Дагестан. Утешительный поединок весовой категории до 70 килограммов. Да, напомним еще раз телезрителям, что финал у нас в 14:00. Начинаются примерно 2 часа, они будут идти. В 4 весовых категориях. Схватки за бронзовые медали и В красном трико Рустам Железов. победу в первенстве. Синим Имран Хункеров. Начинается схватка. Дагестан. Рустам Желясов и Имран Хункеров. Пока равная схватка. Поддавливает Хункеров, и Желясову могут сейчас 30 секунд, да, 30 секунд засчитывают. Ну, активнее Хункеров. Борец из Дагестана. В красном трико на ковре А Рустам Железов. Республика Крым. Спортсмену 19 лет. Кандидат в мастера спорта. Бронзовый призер. Первенство России. Тренер Хасанов. Глеб Муратов.
Его соперник синий трико Балл Хункерову. представляет Республику Дагестан. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства республики. Тренеры Сайдин Баталов Муса, Атам Сайти, Кадер А. В 2 балла уже ведет Имран Хункеров. На ковре в свою категорию до 70 килограммов поединок ведут в красном трико Сайен Белек Оршан. Первый период завершается. 30 секунд спортсменам на отдых. Кандидат в мастера спорта. Призер первенства Сибирского федерального округа. Тренируется Владимир Флегонтов с сыном. Тоже на футболке Владимир Флегонтов написано. Может быть, Владимир Владимирович. его соперник в синем трико представитель команды О, Республики все любители вольной борьбы, конечно, прекрасно знают этого борца, призера Ерегинского турнира, призера многих соревнований. Тоже один из ярких борцов своего поколения. Ну, методично и спокойно работает Хункеров. Зарабатывает еще 3 балла, да, в этой атаке. Дал арбитр. Рустам Жилясов, Республика Крым. Его соперник Имран Хункеров. И травму, видимо, получил Желясов. Подзывает арбитр, приглашает медиков и будет оказана помощь. Снова челлендж. Уже со стороны Хункерова 2-3 мы видим счет. Тоже борьба за выход в малый финал. Борьба за медаль. На ковре в своей категории до 70 килограммов утешительный поединок ведут Сайен Белек Оршан, Республика Тыва. В синем трико Ахмед Мусаев, представитель команды Республики Дагестан. Да, смотрим повтор. Кстати, мы тоже на экране. Здесь 2 балла. Кстати, движение, можно сказать, тоже контр-атака, да, борца в красном. Вот в чем, кажется, вопрос. Ну и вышел за спину Хункеров. Действительно, 2-3 здесь вполне могут быть. И челлендж со стороны синего борца, я так понимаю. Вполне может он и проиграть этот челлендж.
здесь на большом экране тоже просматривают. Челлендж КВК. 2 балла красному, 1 балл синему. Челлендж проигран, 1 балл красному. Да, проиграл челлендж Хункеров и счет 3-3. И даже сейчас в выигрышной позиции оказывается Желясов, потому что он 2 балла качественные взял. 3-3 и выигрывает Желясов. Бороться еще достаточно долго, 2 минуты с лишним. За ковер выходит соперник. Но не оценивается, да? Не оценивается это действие. 3-3. Но Желясову сейчас уклоняться совсем от борьбы не стоит. Может и арбитр вмешаться. Времени немного, минута 20. Чуть не вышел за ковер, по-моему, да? А кто из них вышел сейчас первым? Да, выходит Желясов первым, и Хункеров все-таки зарабатывает 1 балл за минуту до окончания схватки. 4-3 в пользу борца в синем трико. Ну и последняя минута все решит. В весовой категории до 70 килограммов победу одержал Ахмед Мусаев, Республика Дагестан. Бросок от Желясова на последних секундах, которые оценили в 4 балла. Совершенно справедливо. Вот это да. И спортсмен из Крыма близок к выходу в малый финал. Рустам Желясов. Для него это уже второй сегодня поединок. И блестящий бросок в концовке. Ну, После схватки мы увидим повтор. Утешает своего соперника. Ну, выиграл, конечно, очень эффектно Желясов. Посмотрим действительно повтор вот этого момента. Броска на 4 балла. И Желясов будет бороться за бронзовую награду. Благодарит и публику. Вот сейчас. Ну, все, в общем-то. Вот бросок на 2 балла, которые оценили, и 1 балл за выход за спину его сопернику. Здесь, да, вот где был челлендж, который был проигран в итоге. Но потом вот здесь выходит за ковер Желясов, и Хункеров выходит вперед. Ну, а это последние секунды, когда бросок удается сделать Желясову и выиграть поединок.
абсолютно справедливая победа. Блестящая Рустам Жилясова. Георгий Шумилов и Мариус Редко. Брянская область и Москва. Весовая категория до 79 килограммов. Тоже за выход в малый финал в этом весе. Параллельно у нас тоже весовой категории до 70 килограммов и до 92 проходят схватки. Ну, один из заключительных поединков в утренней части наших соревнований. Утешительная схватка. Также в весе до 79 килограммов. Ну, сейчас уже решится, кто из них выйдет в малый финал. Георгий Шумилов, Брянск. Кстати, ваш тоже, наверное, тоже болеете за спортсменов из Брянска, да? Да, И москвич Мариус Редко. фамилия интересна. Да, мы обоих борцов, кстати, видели и, то есть, комментировали, наблюдали эти схватки с участием этих борцов. Ну, такая пока равная борьба. На ковре в красном трико Георгий Шумилов. Ну, Шумилов активнее, кажется, да, и арбитр, если сейчас будет выбирать, кого наказывать, то скорее Редко. Ну, он помощнее, у него вся борьба такая уж ему загружает, толкает. Юниоров. Тренеры Казаков Базулин. Это у нас перерыв будет, да, последняя встреча? Его соперницы Да, И видимо, сколько да. у нас в малом финале борется сегодня? Ну, из Якутии трое борцов. Вот, Эдуард Попов сумел выйти в малый финал в весе до 61 килограмма. В этом же весе Юлиан Григорьев с другим соперником в этом весе будет бороться. Ну и Владимир Баяновский в весе до 70 килограммов будет поступать. 14:00, еще раз повторим, что это будет интересно, конечно, понаблюдать за этой схваткой. Смотрите, да, какой счет. 6-1. Редко ведет в первом периоде. Мариус Редко, спортсмен из Москвы. И ходят на перерыв спортсмены. Вот мы смотрим повторы, что происходило на ковре. Вот перевороты, да, хорошо удались. Два наката Редко, подряд. да. Ну и заключительный второй период в этой встрече. В одной атаке, конечно, Редко уже ушел
от соперника на 5 баллов. И ведет очень уверенно сейчас. Шумилову надо будет сейчас на 200% выложиться, чтобы что-то показать. Иди к нему! Иди плотнее к нему! Не отдавай! Да что ты отдаешь? Уходит за спину. Еще 2 балла зарабатывает. И в партере тоже отлично работает. 8-10, один уже счет. Если еще сумеет перевернуть соперника, то уходит он в малый финал. Мариус редко, да, если не накроется сейчас. Ну, мне кажется, да, уже можно было свистеть арбитру, потому что счет уже позволяет говорить о том, что редко выигрывает схватку. 12-1 счет в пользу борца из Москвы. На ковре победу одержал Борис Редко, Москва. На ковре А перерыв до финальных поединков. Вот, кстати, герои нашего второго дня соревнований. Отец Льва Павлова, победителя первенства, Семен Павлов, и его личный тренер Николай Романович Данилов, и болельщики из Сунтар, тренеры, организованно приходят поболеть за спортсменов. Это очень приятно, даже если нет борцов из своего района, но всех поддерживают очень горячо. И это, конечно, помогает, безусловно, молодым борцам. Да, на этом наша утренняя программа завершается соревнований, но мы всех ждем в эфире тоже канала НВК Саха и телеканала Матч Боец, где также будут транслироваться финальные поединки. Ну и все 3 ковра доступны в интернет-сервисе, стриминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России в wrestlingtv.ru. А мы с вами ненадолго прощаемся до 14:00, когда увидим схватки финалов в 4 весовых категориях. Всем спасибо за внимание, ждем финала. Добрый день, уважаемые телезрители, любители вольной борьбы. С вами на прямой трансляции национальная вещательная компания «Саха». Вся большая телевизионная бригада работала в течение 3 дней безостановочно. Это был действительно большой марафон телевизионный, борцовский марафон. Наверное, ни в одном регионе России такое невозможно, чтобы в эфире национального канала целый день шли схватки, шли поединки вольной борьбы. Это говорит о том, что у нас действительно любят и ценят этот прекрасный вид спорта. И у нас сегодня заключительный 3-й день соревнований. 4 весовые категории, финальные поединки. Ну и, конечно, для всех любителей вольной борьбы Якутии сообщим о том, что 3 наших спортсмена будут бороться за медали турнира. И даже 2 из них сейчас выйдут на ковер. Но, к сожалению, параллельно у нас будут проходить поединки в одной весовой категории. И Эдуард Попов, молодой парень, которого мы утром видели в утешительных встречах, будет бороться с московским атлетом Айдамиром Сигалуговым. Ну, а мы посмотрим схватку Юлиана Григорьева с представителем Республики Крым Рустамом Жилясовым. С вами комментаторы Степан Посельский и Салтан Сергеевич Засеев. Судья всероссийской категории. Я скажу, профессор вольной борьбы, человек, который знает про этот вид спорта все. Добрый день. Добрый день, уважаемые болельщики. На самом деле, очень марафон такой затяжной у нас получится 3 дня. Нигде, ни в каком регионе такого нету, наверное, даже не освещают телевидение, борьбу, как вот здесь. Очень приятно и работать легко. Да, и у нас уже начинаются схватки. Юлиан Григорьев в синем трико, Республика Саха-Якутия, и его соперник из Крыма Рустам Жилясов.
борьба за бронзовую награду в весовой категории до 61 килограмма. Параллельно будет идти схватка нашего Эдуарда Попова, юного спортсмена, против Айдамира Шигалугова. Два наших спортсмена, кстати, только вышли из кадетского возраста, им по 17 лет. Это говорит о том, что у нас есть резерв, да? Есть на кого надеяться. Да, да. Очень хорошие ребята. Они вот первый старт такой на таком серьезном турнире по юниорам. Это большое будущее и большой опыт. Конечно, это финал, волнительно, и будем болеть за нашего спортсмена, который, в общем-то, был очень близок к финалу, и это, конечно, для него очень большой шаг в своей спортивной карьере. Будем надеяться, что сможет он выиграть медаль и порадовать наших болельщиков, которые каждый день приходили, заполняли наш зал. И сегодня, даже в третий день, мы видим, что очень много болельщиков пришли, центральные трибуны у нас заполнены. И, конечно же, у телевизоров вся республика, я в этом не сомневаюсь, все болеют. Этот парень тоже воспитанник Сунцарской школы вольной борьбы, о которой мы очень много говорили все эти 3 дня. Ну и заслуженно, потому что Лев Павлов стал победителем нашего первенства, а Юлиан Григорьев вышел в малый финал и был очень близок к тому, чтобы стать еще одним финалистом. Ну, теперь все внимание к ковру. Мы тоже сегодня обсуждали, по окончании соревнований будет определять, наверное, лучших спортсменов, ну, борцов. И фамилия Павлова, там не конкуренция у нас. Ну, Как я бы лучший еще борец. похвалил борца из Дагестана, который боролся 86 килограммов. Тоже блестящее выступление, да. И он на протяжении всех соревнований просто безупречную технику, в общем, хорошую борьбу показал, что мы и должны тоже отметить. Ну и, конечно, засчитывает сейчас 30 секунд борцу из Крыма, который действительно был не очень активен. И близок к первому баллу Юлиан Григорьев. Этот парень уже, конечно, зарекомендовал себя и в республиканских соревнованиях, и на других турнирах. Сейчас он на пике, Хорошая скажем атака была. так. Да, 1 балл Юлиан Григорьев зарабатывает, и 30 секунд до окончания первого периода. На самом деле волнуюсь, в этом не стыдно признаться, потому что очень хочется, чтобы молодой совсем атлет все-таки выиграл медаль. Да, вчера обидно было, видно поражение, ну, при равном счете. В полуфинале, да. Да, полуфинале. Но он заслужил медаль, да, он должен выиграть. Ну, Желясов очень бросковый парень. В утренней программе, в утешительных встречах 2 броска он провел в борьбе с борцом из Дагестана, да, Пункеровым, да, по-моему, он боролся. И на последних секундах он смог сделать бросок на 4 балла, благодаря которому и выиграл. Так что здесь еще ничего не решено. Еще 3 минуты мы смотрим, как будет идти борьба. Николай Романович Данилов в красной спортивной форме, и Алексей Некрасов секундирует спортсмену, настраивают на борьбу. Ну, главное сейчас Юлиану показать свою борьбу, да, не волноваться, не слишком, в общем-то, не перегружать себя мыслями, показать все, что он умеет. Я думаю, что, в принципе, он может, должен. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Все, на этих соревнованиях последняя схватка у него должна выложиться. Да. Тем более в родных стенах, обрадовать своих земляков. Бронзовая медаль — это тоже медаль. Ну, Илясов закрылся. Желясов, да, и в первом периоде он тоже не был активным. Он такой, очень тактику такую избрал, что он как раз надеется, видимо, на свою одну из каких-то фирменных атак, да. Да. Выжидающий у него это. В общем-то, как и ожидалось, в принципе, идет борьба. Такая вязкая, тягучая достаточно.
2 минуты остается еще бороться. Я думаю, что арбитр тоже скоро должен вмешаться и, опять же, призвать Желясова бороться активнее. Да, в принципе, можно и второй 30 секунд давать при такой борьбе. Вот он уже так и... Нет, там один боковой не согласен. Да. Ну, 30 это секунд. устное замечание. Нет, уже 30 секунд Вы же засчитывают, включили? да. Руководитель ковра почему-то, в общем-то, поддержал. Хотя на самом деле Юлиан был активнее и Да. боролся. Ну, некоторые судьи еще не перестроились. Они думают, если красному дали, обязательно должны быть синими. Но он же активнее синий борец. Конечно, потом тяжело будет отыгрываться. Он и так закрылся полностью. Да, это, конечно, балл 1-1. И последняя минута сейчас пойдет. Юлиану надо будет уже рисковать. Он ни одно движение не сделал, Ильяса. Он специально. Дай балл. Ну, это так не делается. Это специально на Челлендж. колени падает. Не поддержал челлендж, да, Юлиан? Не, да, он сам, он чувствует, что он 56 должен. секунд. Он должен. Не надо отдыхать давать. Ну. Нет, 2 балла дали. 1 балл. Вернее, 1 балл дали. Да, все верно, все верно. Им 48 секунд. Ну, боковой и руководитель ковра. Руководитель ковра поддержал, да. И 38 секунд остается бороться. Юлиан, ну в мощи он точно не уступает. Снова пытается вытолкнуть за ковер соперника. Ну, сейчас второй раз уже не дадут. У нас борцы пристроились, на колени падают. Да, чтобы балл не да, дали, да? да. Это тоже, на самом деле, это можно считать как уклонение от борьбы, Конечно, да? конечно. Потому что надо защищаться активнее, вставать на ноги и так далее, да? А не просто... Стоят, сползаться. стоят, развернуться на ковер. Да, последние Наказываться секунды. надо. 5-4 секунды. И 2 балла, да? Ну. Балл забирает на последних секундах Ну, как-то. Желясов. Да. 5 минут не боролся и за 30 секунд начал бороться. 3 секунды всего остается, и Желясов сейчас в выигрышной позиции. И последняя секунда. Все. Да. Рустам Желясов показал волю к победе, конечно. И в утешительных встречах он был действительно на последних секундах брал. И это, конечно, воля к победе и победа борца из Крыма. Очень жаль, конечно, что Юлиан не смог все-таки удержаться на последних секундах. Обидно, конечно. Мне кажется, немного он все-таки перегорел. Да, и вторую схватку, полуфинал также он. Да, и счет равный. 1-1, 2-2, вернее. И обидное поражение нашего борца. Да, Ну, тут что уже тут скажешь, да. Железно 2 это, балла. конечно, Даже баллы. Да, еще один борец, Айдамир Шикалугов, тоже стал бронзовым призером, с чем мы поздравляем. Ну а для молодых наших ребят это будет, конечно же, опыт. 17-летние ребята. Ну, Желясов постарше будет, это видно, конечно. И Опыт, и да. опыт реально помог ему. Ну, тактически обыграл. Правильно построил поединок. Немного судья, если честно, помог. Если Да. бы 2-0 было бы, да, уже я не думаю, что он бы отдал там. И уверенности было бы больше. А здесь он немного перегорел, уже волновался, и вот это помешало ему. Тут решают действительно мелочи, нюансы. Равная борьба, равные борцы. И, конечно,
Ну, переходим к главному. Золотым финалам. Это весовая категория до 61 килограмма. Перед вами Эльдар Ахмадудинов, Дагестан. И его соперник тоже из Дагестана. Абдурахман Расулов выйдет с синего угла. Конечно, блестящее выступление атлетов из Дагестана. Ожидаемо, скажем, да, ничего удивительного в этом нет. Конечно, сегодня это регион является не только центром вольной борьбы в России, но я считаю, что и в мире, конечно, да. Ну да. Такая концентрация олимпийских чемпионов, чемпионов мира, наверное, нигде нет в мире. Интересная завязка в партере, и арбитр не оценивает действия. Ну, это дагестанская бригада судит, судьи. Они их лучше знают, своих Конечно. борцов. С другой стороны, атакует борец, и еще раз он сверху остается. Почему не дали, непонятно. Снова в партере и свисток. Две минуты отборолись уже судьи. Мы, конечно, немного не отошли еще от предыдущей схватки. Обдумываем. Немного жаль, конечно. Ну, у тренеров есть сейчас посмотреть на свою работу в конце, последней секунды, как с ними работать, с ребятами, чтобы вот такие баллы не отдавали на последних секундах. Главный судья соревнований Магомед Куратаев. Судья международной категории. Как видите, здесь финалы очень красиво оформлены, да. Освещение такое тоже под цветом софитов, как в театре просто. И много зрителей. Не, очень красиво, конечно. Проведение соревнований первенства России. Такого не было никогда по этому возрасту. Вот это, да, 2 балла. Даже 4, Даже да. 4 Да, дали. да. Ахмадудинов 4-0 ведет. Небольшая травма. И борцы из Дагестана вот во второй день соревнований, в первых финальных поединков в 6 весовых категориях выиграли 3 золотые медали. Еще раз скажем, Красноярск 1 золотая медаль, Москва и Республика Саха-Якутия по 1 золотой медали. Ну, у них практически сегодня все финалы борются дагестанцы. Да, в Во всех Дагестане весах. в каждом весе представители Дагестана. Ну, сложно будет отыграть, да, 4 балла Расулову. Ну и, конечно, ребята прекрасно друг друга знают, тренируются вместе. Но начинает очень здорово. Здорово Расулов прибавляет. Но защищается Ахмадудинов тоже не хуже. Поднимается Расулов. Ну, нам важно, конечно, чтобы в этом поединке была интрига. Да. Конечно, а то в одну калитку. Вот, видите, да, уже 2 балла взял Ахмадудинов, 6-0. И в опасном положении даже держит соперника, но вышел за... С такого положения выйти. Ты молодец. Да, Сейчас. хорош. Партер. Эльдар Ахмадудинов. И в партер.
Арбитр, один из лучших судей Дагестана и России, Гусейн Гасанов. Вот, челлендж выкинули. Там должны были еще 2 балла за выход с опасного положения за ковер. То есть сейчас еще должны добавить, да, 2 балла? Ну да, дается 2 балла. Он его поставил в опасное положение, он вышел за ковер в опасное положение. Сейчас посмотрим. Да, у нас тоже есть возможность посмотреть повтор. О, Как вышел, да? Из опасного положения Ахмадудинов. Это борьба в партере, конечно. Высочайший уровень. Несмотря на то, что молодые совсем ребята. Вот здесь, конечно, 2 балла без сомнений, да. И дальше уже ну да, вот здесь. еще 2 балла и 10-0 уже, если дадут. Но с другой стороны, за ковром уже руки были у него. Локти. Могут не оценить. Да, еще раз повторим, что на наших соревнованиях представители 43 регионов России участвуют и более 300 борцов. Интересный прием сделал, как он с такого положения вышел. Да, должны дать 2 балла. И тогда чисто техническая победа, да? Не, ну арбитр показал правильно. 2 балла, потом 2 балла и подтверждение за выход. Правильно, 9-0. Я не знаю, что хотел, что красный выбросили челлендж или синий, непонятно. Да, 8-1 счет. А, За проигранный, значит, да, да, челлендж. красный выбрасывал. Зачем выбрасывал, непонятно. Тем более, что выигрывал Да. с таким счетом, да? За все соревнования это первый партер поставили за 3 дня. У нас редко бывает в вольной борьбе Нет, партер я ставить. видел один раз было, поставили, да? да, один раз поставили. Но все равно Первый это день, редко, по-моему, очень первый. редко. Да, редко, действительно, соглашусь. Вот этот на 4 балла бросок. И вот эта завязка интересная. Когда вроде атаковал, да, Да. Расулов, но Ахмадудинов был здесь действительно хорош. Вот он ногой уводит на опасное Вот положение. как ушел. Вот 2 балла еще. Ну, естественно, вот Тоже здесь 2 здесь, балла. да, вот на локтях вот уходит. Вот. Это уход от борьбы, опасного положения. Счет 8-1. Я не знаю, что же хотели красный выбросить челлендж. Понятно. Акцент тренера на что делал. Расулов активно, конечно, начинает схватку, но пока это не помогает. Ну да, финал проигрывает. А что ему делать? Надо работать, надо бороться. У нас и были здесь случаи. 8-0 выигрывали, проигрывали 10-8. А с одного положения можно, да, и 10 баллов набрать. А сейчас же как? Сбил в партер 3 наката, 4 наката, ты уже впереди. Ну, грамотно борется. Борец с красным трико.
ковер и без оценки. Ну, обоюдном захвате не вышло. Тем более в зоне они стояли, а потом уже за ковер. А если без ковра, вот динамики, там можно. Всё. Как вчера проиграл 61 килограмм. Вот так нельзя. Рычаг, да? Да. такой? 50 секунд до окончания схватки. И мы узнаем имя победителя весовой категории до 61 килограмма. Да, очень грамотен, да, Ахмадудинов. Просто образцово ведет во втором периоде поединок. Так же, как и в первом, конечно. В первом он заработал нужные баллы. И во втором, как грамотно вяжет борьбу, защищается. И в атаке, главное, тоже защищается, да? Да. Прошел в ноги, и это уже время. Ну и устраивает Счет. счет. Не ушел за ковер. Даже балл не дал здесь. Спокойно. 13 секунд остается до окончания схватки. Эльдар Ахмадудинов близок к золотой медали. Напомним, что победители получают по 100 тысяч. Эксклюзивный пояс чемпиона. А его тренер личный получает 50 тысяч. Призовые. А серебряный финалист получает 50. Бронзовые по 30. И как, да, вот друг друга благодарят за этот финал. Конечно, они с детства друг друга прекрасно знают. Сам поздравил соперника достойно. И арбитр грамотно отработал. Гусейн Гасанов. До 79 килограмм приглашается Валерий Суаров и Ибрагим Хубаев, представители команды Республики Северная Осетия Африка. Итак, на центральном ковре сейчас начнется схватка за бронзовую награду весовой категории до 79 килограммов между москвичом Мариусом Редко и спортсменом из Калининграда Арсеном Балаяном. Интересно тоже будет, кто выиграет. Редко очень хорошую схватку показал в утешительных поединках. А из Калининграда Арсен Балаян. Да, молодой парень Балаян. Он очень такой перспективный. Редко и Балаян. Интересные тоже молодые ребята. Активнее, да, пока Редко. Мариус. Ну да, у него такая тактика, напор. Делает на выталкивание. На центральном ковре весовой категории до 79 килограммов поединок за третье место ведут красным триком Мариус Редко. Представляет Москву спортсмен 19 лет, кандидат в мастера спорта. Представляет спортивный клуб ССК, тренер Алан Казаев. Его соперник в синем триком представитель команды Калининградской области Арсен Балаян. Спортсмен 19 лет, мастер спорта России, бронзовый призер спартакиады молодежи, бронзовый призер первенства России среди юниоров до 21 года. Титулы есть у Балаяна. Уже, да? Буквально недавно выиграл турнир международный Шумилинов. В Калининграде у себя. Да, я главный судья там был.
И предупреждение. Редко. 30 секунд. У них одинаковая борьба, стиль борьбы одинаковый. Кто кого затолкает. Кстати, на ковре работает наш молодой арбитр Джулус Сивцев. Сегодня получил сертификат, что прошел полный курс семинаров. Один балл Балаяну. И полминутки остается до окончания первого периода. Вот такая у нас широкая, опять же скажем, география, да, Калининград. Парень. И самый восточный, наверное, был из Хабаровска, ребята тоже были. Ну, и других регионов тоже. Представляете, какое расстояние Калининград до Якутска. Да. И часовой пояс 7 часов разницы с Якутском. Из Крыма того же, да, тоже. Не близкий свет. Ну, они в основном все кабарди тренируются. Перерыв. Идет поединок Арсен Балаян. Вот, кстати, да, Андрей Шумилин. Кубок Андрея Шумилина. Да, вот они, вот два брата тренера, они очень платформенно работают в Калининграде. Хорошие ребята у них растут. Хаджаевы, два брата. Перспективный, да? Да, Есть ребят. да. Поднимают борьбу в Калининграде. У них парень Ергидский турнир нынче третьим был. Призер страны у них есть чемпионата. Да, включился. Мариус Репко. Да, Балаяну надо бороться, потому что сейчас все равно дадут ему. Да, предупреждение могут сейчас Да, дать. да. И по такой борьбе очень тяжело отыгрывать. Это борьба за третье место в весе до 79 килограммов. Вот атака, вот атака. Все-таки поопытней оказался. Ну, он призер страны по юниорам, по кадетам был. Тупиковую Россию выигрывал по юниорам. И близок сейчас он к победе тоже. Хотя еще 2 минуты. Говорить рано, конечно, Ну но да. по борьбе он действительно предпочтительный выглядит. И еще 2 балла. Видите, да, 5-0. Сейчас на контратаках, у него борьба такая, на контратаках, я думаю. 5-0 отыграть по такой борьбе тяжело. Ну, в принципе, И еще бросок на 4. это его коронный прием. Красиво, да? 9-0 уже ведет Арсен Балаян. Проснулся Арсен. Будет интересно посмотреть и в повторе, да, вот этот бросок Да, тоже. да. Зашагивание с Да. внутренней стороны. Может даже досрочно выиграть. Если Да, вытолкай на ковер, за ковер и все. Схватка сделана. Ну, видимо, услышал меня. Поздравляю. Рад за его тренеров, за него. Да, и команда Калининграда с медалью у нас Да. такая, Самый дальний регион. самый дальний регион откуда. И благодарит публику. Хорошее настроение Арсена Балаяна. Хорошая борьба. Очень тепло приветствует его публика. Ну, конечно, досрочная победа.
красиво. да. И победный балл. И золотой финал в этом весе. Два дагестанца тоже будут оспаривать золото. Шамиль Кадилов в красном трико выйдет и его соперник Ибрагим Кадиев. Даже фамилии похожи. Кадилов и Кадиев. Шамиль и Ибрагим. После этой схватки вес до 92 килограммов. Будут наши, кстати, соседи из Иркутска и Бурятии бороться за бронзовую награду. Кому-то из них достанется медаль бронзовая. Будет интересно тоже. А Юрнимаев, ну, один из перспективных борцов тоже Бурятии, и из Иркутска Руслан Юршин. Но это попозже, пока посмотрим за главным финалом в весе до 79 килограммов. Два дагестанских борца. Вот, кстати, да, тоже судья-информатор объявляет, ведь Владислав Кривошапкин, наш молодой арбитр всероссийской категории, обслуживает эту встречу. Слава уже опытный, он и чемпионат России, регистрский судья, опытный, молодой, но опытный. Невозмутимый, да, ну, как и, наверное, должен быть арбитр. Бесстрастный. Ему доверили финал судить, значит, молодец, заслужил. Кадиев сейчас атакует. Защищается Кадиев. Но балл уже у Кадиева. По предупреждению еще 2 балла зарабатывает, да? 3-0 уже Да. ведет Кадиев. И в партере здорово так переворачивает 5-0 в пользу Ибрагима Кадиева. Кадиев, он член сборной команды. Последние 2 года он постоянно в тройке. И по кадетам он хорошо боролся. Он так легко 2 балла дал. Но Кадилов сокращает разрыв в счете. 2 балла Шамиль заработал. Вялая борьба идет. Ну, в концовке, да, Да. первого периода, хотя В финале должны быть пожестче бороться. Но они друг друга знают, видимо, из одной команды. Яркой борьбы обычно не показывают, когда в одном зале занимаются. Итак, поединок за первое место весовой категории 79 килограммов. На ковре представители команды Республики Дагестан. В красном трико Шамиль Кадиев, в синем Ибрагим Кадиев. Счет
Крайний фал. Счет идет и проигрывает Падиев. Да, и напомним нашим телезрителям, что еще один финал с участием якутского борца нас ждет. В весе до 70 килограммов наш Владимир Баяновский будет бороться против Шахвали Шахвалиева из Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, тоже дагестанская школа борьбы, да, я так понимаю. И на него, конечно, сейчас груз ответственности огромный. Просто огромный. Ну, посмотрим. Самое главное здесь не перегореть и показать свою борьбу, которая у Владимира очень яркая и красивая. На самом деле он в предварительных схватках был одним из лучших в составе нашей именно команды. И заслуженно он вышел в малый финал. Был близок тоже к финалу. Кадиев еще 2 балла. И 7-2 уже. Да, надо выкладываться перед зрителями, ты борешься, у тебя поддержка такая, ты должен полностью вложиться всего на одну схватку за медаль. Предварительные схватки, когда идут, они как-то еще берегут силы, а здесь ты куда? На этих соревнованиях последняя у тебя схватка. Все, что отдал, да, на тренировках, все, что Да, наработал, надо показывать. В этом плане мне очень понравилась борьба Льва Павлова. Он да. тактически, мне кажется, немного изменился, да. И, ну, видимо, тренерская работа большая была проведена. И не застаивался, не выжидал, не уходил в защиту, да. А больше всегда искал свою борьбу, атаковал. И благодаря этому смог выиграть на туше даже, досрочно. Самый красивый финал отборолся он, который мы смотрели, вот эти все финалы. Ну и он такой пример младшим братьям подает, юношам. Ну, в прошлом году, по-моему, вторым был. Да, второй был. Да, и уже первое место, наш прогресс есть. Парень работает над собой, тренер работает. А эти молодые ребята, еще у них все впереди, поэтому возрастной. Да, Юлиан Григорьев, 17 лет. И Ну, надо оттягивать, Попов, когда Эдуард есть тоже. возможность, надо все добывать, эти победы. правильно, правильно. Я тоже согласен. Что если бы была бы медаль, это Да. ну, воодушевляет тоже спортсмена, да, когда Конечно. и сил дополнительных дает. И для тренировок те же. Они же силы не только на соревнованиях нужны. Конечно. Надо же себя пересилить и пойти на тренировку лишний раз, да? Да, конечно. На самом деле, конечно, спорт это такой очень тяжелый вид, тяжелая профессия, да? Ведь здесь больше 300 участников было, а медалей-то золотых только 10. Да. Представляете, да, сколько? Посмотри, как счет уже поднялся. Вот это да, 6-8. Четырехбальный бросок. И последние 10 секунд отсчитываем. Это будет попытка броска. Ну, хотя здорово защищается соперник Адиев. И все, проходит в ноги. И все, последние секунды. Свисток арбитра. И победитель этой пары Ибрагим Кадиев. Республика Дагестан. Приятно, что у нас действительно сильнейшая конкуренция, да, и вот Дагестан в таком составе тоже прибыл. Я думаю, что в будущем многие из них будут бороться на самых больших турнирах и вплоть до Олимпийских игр, да? Ну да, конечно. Ветераны уходят, молодежь растет. Глазом моргнуть не успеем, да? Уже будем смотреть, как они будут стоять на высоких пьедесталах. Вот это красивый был бросок, конечно.
Награждение проводит Георгий Петрович Юршан. И да, сейчас будем болеть за наших соседей из Бурятии и Иркутска. Ну а пока, я так понимаю, будет церемония награждения борцов весовой категории до 61 килограмма. Да, и старший тренер взрослой команды Бурятии тоже, конечно, здесь присутствует. Награждение проводит Петр Петрович Юмшанов, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России, который тоже большую работу проводит в Москве по развитию вольной борьбы, по развитию борьбы в регионах. Очень широкая география проведения соревнований, в том числе у нас, вот, первенство страны. Вот чемпион Эльдар Ахмадудинов. Пояс чемпиона. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей и личному тренеру тоже сертификат на 50 тысяч. И яркие моменты финальной схватки в этом весе. И ждем выхода на ковер наших бронзовых финалистов в весе до 92 килограммов. Эльдар Ахмадудинов, чемпион, перед вами. Серебряный призер Абдурахман Расулов. Оба представляют Дагестан. Василий Николаевич Гоголев, чемпион Европы, игр доброй воли, заслуженный мастер спорта. Тоже все схватки смотрит очень внимательно. Руслан Юршин, Иркутская область, и Аюр Нимаев, Бурятия. Соседние области. Республика Бурятия и Иркутский край. Вот, кстати, в Иркутске в августе, как отметил Салтан Сергеевич, будет проведено первенство России среди спортсменов до 24 лет. Тоже развивается борьба. Юршин первые 2 балла зарабатывает.
Еще хорошая атака от Юршина. И уже отрыв достаточно серьезный. В первую минуту 2 атаки успешные провел Юршин Руслан. И ведет в этой схватке 4-0. Партер активно работает, но не успел. Свисток арбитра. Кстати, и в весе до 70 килограммов 2 спортсмена из Бурятии будут бороться за бронзовую награду. Так что несколько будет медалей у этой команды. Ну, здесь ближе, конечно, к победе спортсмен из Иркутска. Еще 2 балла. — 55 секунд до окончания первого периода. Еще проход в ноги от Юршина. Мощный парень Рустам. И 2 балла еще. 8-0 уже счет. Очень серьезный разрыв. 20 секунд остается. Да, вот как видим, когда был хорош в первом периоде Юршин, борец из Иркутска. Второй период. Счет 8-0 в пользу Руслана Юршина. Здесь в финале будут бороться спортсмены из Чувашии и Дагестана. Сворачивайся! Сворачивайся! Вот так! Хорошо! Не лезь туда! Куда лезешь так? Выше стань! Выше! Нет, ничего, на колено. Да, свисток, да, был. 8-0 по-прежнему. Сам голову вниз! Вот! Не лезь туда, не лезь туда, не лезь туда! Ну, Немаев активнее, конечно, во втором периоде. Проигрывает он серьезно. Не давай! Разрывом надо ему нагонять. Не давай, говорю! До конца! Немаев. Вот так! Не давай! Хорошая атака. Может заработать первый балл. Защищается, правда, Юршин тоже хорошо.
Да, выходит за А нет, не удалось. И даже сам может сейчас выйти в удобную позицию Юршин. Вышли за ковер в партере и разыгранных баллов здесь нет на захвате. Спортсмены вышли. Ну, молодой совсем парень, видно, да? Что? Ну, уже такой серьезный вес до 92 килограммов. Близок к победе Юршин. Балл, ну, дает арбитр. Даже 2 балла показывает руководитель ковра. Да, и 10-0. Победа Руслана Юршина из Иркутской области. Иркутского края. Челлендж от борца в синем трико. Не согласны с решением, что 2 балла в последнем действии. Повтор. Ну, во второй день такой же практически ситуации. Вообще ничего не дали в одной схватке решающей. А здесь 2 балла. Но здесь челлендж выигран. И счет 8-0. Все еще в пользу Юршина. И 2 балла отыгрывает Аюр Немаев. Нет, еще балл. 8-3. На 5 баллов бросок. Только может спасти. Амплитудный бросок. Последние секунды. Две секунды. Балл показывает красному, да. Предупреждение. Второй видим. И 9-3 счет. Благодарит публику Руслан Юршин и арбитра. Поздравляем с медалью борца из Иркутска. Да, как радуется этой победе Руслан Юршин. Поблагодарил всю судейскую бригаду. И танец, кстати, орла показывает. Да? Красивый жест. Поблагодарил болельщиков. Ну, а мы смотрим повтор. Молодец. Хорошая победа. Заслуженная. Яркие моменты. И сейчас ждем мы золотой финал в этом весе. Перед вами
Мустафа Гаджи Малачдибиров из Дагестана. А в красном трико выйдет борец из Чувашии Еремей Сергеев. Но, Салтан Сергеевич, чего ждете от этого финала? Не знаю. Поздравляю вас, кстати, с Спасибо. медалью. Спасибо. Иркутская, да, в Иркутск бронзовая награда. И как поблагодарил тепло. Мне очень понравилось, как этот парень и боролся, и как поблагодарил, как вел себя, да, даже публике станцевал даже для публики. Вот это такой знаменитый тоже танец орла, да? Да. У меня еще эмоции. Да. И Потому у вас, что видимо, эмоции очень, да, нахлынули. молодой парень, Да. ему 17 лет всего. Всего 17. Да. Вот это да. Ну, перспективный парень, Да. 92 килограмма. Отличная победа, блестящий финал. Еремей Сергеев. Это для него серебро, вот это, бронза выше, чем золото. Молодец. Очень хорошая схватка. Показал действительно хорошую готовность. Еремей Сергеев и Мустафа Гаджи Малачдибиров. Но мне Сергеев сильно понравился. Он такие схватки боролся. Вытаскивал. хорошо. Да, он, Да. я вот помню тоже, да. На эмоциях он вытаскивал. Такой яркий тоже борец. Но, конечно, ему противостоит борец из Дагестана. Это уже знак качества, что называется. Да, да. Сложно будет ему в этой схватке. Ведет Малачдибиров. Но он тоже сборной России, Малачдибиров. Да, Тоже он- давно борется. Да. Знаешь, по-моему, в прошлом году выиграл это Первенство. Да, первенство. Ну, лидер весовой категории. Ну, для Сергеева финал это уже, конечно, большое достижение. Я думаю, что он должен дать бой. Какие-то баллы, я думаю, что он должен забрать. Сергей арсенал мало, у него нету такого арсенала, но физически Очень мощный, да, да, и функционального. Хорошо готов, да? Будет до последнего, в общем, бороться. Если затянется, я думаю, что в концовке он может и удивить. Но обыграть тяжело будет. Ну, конечно, да. Лидер сборной России, ну, в этом возрасте, да? Да. Малачдибиров, Мустафа Гаджи. Кстати, со Светлой Пасхой забыли мы поздравить всех, да, верующих. Это самый большой, наверное, христианский праздник. на самом деле. Православных христиан, Да, всех да. с праздником. Да, сегодня большой праздник. Вот видите, как жестко. А у нас целых 3 дня праздника вольной борьбы. Очень яркий турнир молодых борцов, самых талантливых юных борцов России. Думаю, что и для тренеров, да, в первую очередь, и для молодых борцов, совсем юных ребят, которые занимаются борьбой, должны они смотреть. Очень грубо борется борец синим триком. Да. Ну и арбитр, кстати, да, это заметил и замечание делает. Уже второй раз ему замечание делает. Надо корректнее. Конечно, Конечно. борьба это жесткий вид спорта. Но Уважение тем не- надо. И вот сейчас боролся Немаев с Юршиным. Тоже в конце ему кулаком по печени дал. Но за это надо снимать. Если молодые спортсмены себя так ведут, их воспитывать надо. Последние секунды первого периода. Сергееву надо выкладываться, надо давать темп хороший. И в концовке, я думаю, что может он пару баллов взять. Да, ему тяжело. Да, в этом ну, финале. конечно, да. С этим я согласен. Для него выйти в финал это успех. Очень большой, Большой успех. успех, да. Согласен. И он уже в сборной команде России. Да. Его будут проверять тоже, будет участвовать на турнирах, должен добавлять. Все
все уже от него зависит сейчас, конечно. То, что он уже вышел в финал, попал в поле зрения тренеров национальной команды. Он раньше тренировался под Московской области у Анатолия Белглазова. Олимпийского Да, чемпиона. Белгазов уехал за границу работать, и он обратно переехал домой в Чувашию. Сергеев. С серьезными специалистами работал, значит, да? Да. Он опять ему втыкает пальцы в глаза синий. А тот его за бороду держит. Да. Ну, серьезная заруба, скажем так. Ну, раз боролся, занимался у именитых тренеров, борцов, значит, Ну да. видели в нем и перспективу. И что-то заложили в него. Да. Как своей школы какую-то частицу все равно заложили. Да, вот не зря логотип, официальный логотип нашего первенства, такой бриллиант, да, на котором вот борются медведи. Ну, означает это, что борец это на самом, ну, молодой борец это пока только сырье, да, пока только алмаз, из которого надо выковать, выточить, вернее, да, бриллиант, чтобы он заиграл всеми красками, чтобы он был уже ценным. За третье место намного интереснее борьба была. Да, кстати. Немаев, он... Аюр Немаев. Да, отец Немаев, Да. он Это мастер спорта международного класса. да. борцовская Да. фамилия, да. Немаев. Он призер страны по кадетам был и по юниорам, где-то пятерки был. По-моему, еще у него брат есть один. Нет, Нет, да? отец. у него, Отец Немаев. Мастер спорта международного класса. А Юршин для нас, у нас клуб всего 5 лет существует. У нас как бы официально борьба в Иркутской области. Мы 6-й год только развиваем. Да, И уходим. вот уже такой парень Да. появился. У нас первые ласточки это Болтуевы были 2 брата. Вот сейчас молодой парень появился. А Балтуева тоже ваши ребята. Да. Наши ребята. Но это, можно сказать, уже такие ребята, которые на слуху, которых знают хорошо. Да. Вот наказали его за грубую борьбу. За грязную борьбу. Последняя минута. Вот что делает, да, плодотворная работа, целенаправленная. Вот уже в Иркутске своя школа борьбы уже, можно сказать, есть. Ну, не зря мы Россию взяли. Есть ребята, под кого брать, чтобы развивать. Ну и власти, значит, тоже помогают, да? Да, конечно. У нас особенно клуб «Арена». Президент Алексей Александрович Дмитриев, он очень много помогает. Руслан Баракшонов, старший тренер. Это они создали. И они в них вкладывают все. Ну и бюджет нам нормально выделяют. Ребят, результаты есть. На соревнования, Да. выезды. Да. Мы сейчас только в Мирном были, из Мирного поехали сюда. Там другие боролись, сюда других привезли. Последние секунды схватки. Оба борца по предупреждению получили, по баллу за такую борьбу. Но желание, конечно, велико. Да, возможности нет. Желание есть, возможности нет. Ну, похвально. До последнего боролся, конечно, Сергеев, но уступает со счетом 1-5. Мустафа Гаджи Дибиров становится победителем первенства и подтверждает свое лидерство в этой вместе. Поздравляем. И у нас один вес остался, да? Да. И сейчас самое главное для нас, самое волнительное. Владимир Баяновский будет бороться с Шахвали Шахвалиевым из Ханты-Мансийского автономного округа. Ну,
представителя тоже дагестанской школы вольной борьбы, да, получается? Да. Ну и моменты схватки. Сейчас Да, награждение и будет. сейчас награждение очередной весовой категории. Я понимаю, сейчас весовая категория до 79 килограммов будет награждать. Тоже очень красочная церемония, оформление, пьедестал. И, конечно, мы Ну, посмотрим, поздравим. ребят. Требования международной федерации. Не Все. просто, не просто это, да, Да. всероссийские соревнования, а вот действительно на международном уровне соревнования. Но обещают нам организаторы, что в этом году, еще раз скажу, что юбилей Дмитрия Петровича Коркина, 95-летие, мы отмечаем. И у нас уже готовимся к турниру осеннему. В сентябре будут соревнования. Еще лучше. У нас есть идеи, говорят, ну, пока все в секрете, конечно, но я думаю, что будет что-то потрясающее. Скорее. Я представляю. Да. И так его на высшем уровне делают. Ну, все равно общество надо вносить. Да, и спорт развивается, когда вот соревнования тоже, соответственно, да, проводят, когда есть болельщики, внимание прессы. Кстати, прессу тоже надо отметить, у нас сколько журналистов, да. Я вот был на чемпионате России по стрельбе из лука, ну, просто меня это удивило, что нет ни одного журналиста. Ну, хотя бы федерации, там, да, пресс-службы, там, поработать, да, или что-то там. Ну, в общем, я удивился. И, ну, конечно, это же олимпийский вид спорта, Ну да. в который очень много болельщиков, очень много людей занимает. У нас, можно сказать, бум просто тоже стрельбы из лука. Ну, по национальному луку тоже люди в возрасте тоже очень занимаются. Леонид Николаевич Спиридонов, сам министр спорта, проводит церемонию награждения. Своей категории до 79 килограммов. Когда-то он боролся в этом весе. Нет, он чуть поменьше. Не, ну 74 тоже он пробовал, я помню. Да, Какие-то да. соревнования были, Но он 74 боролся. чисто как подводящий, чисто чтобы участвовать, да. он, да, боролся, я А так помню. вот 65, я помню, олимпийский вес. Один из сильнейших был весов, вот тогда конкуренция была сумасшедшей, конечно. И один из лучших был в мире, да, призер мира, чемпион Азии, призер азиатских игр, именитый борец. Его, ну, все в мире борьбы его знают хорошо. Ну да, как конечно, боролся он на Олимпиаде боролся. на 2 Олимпийских Да. играх. Это, конечно, дорогого стоит. И сейчас он передает свой опыт большой. И ребятам, и, конечно же, с тренерами большая работа, и руководство подведомственных учреждений. То же самое вот Республиканский центр спортивной подготовки, где он тоже работал руководителем. Сейчас он министр, но Михаил Дмитриевич Пахомов тоже его сейчас заменяет здесь. И очень успешно, как видит. Не, они молодцы, молодежь привлекают, молодежь очень... Кадры, в общем, Да, растет. кадры, да. Вот. Я всех знаю, Конечно, и не первый год, всегда с уважением. Никогда у них вот соревнования проводят, чтобы какие-то ошибки, промарки были, никогда. Все в идеальном состоянии. Если что-то не хватает, сказал, тут же делают, тут же исправляют все. Очень хорошие ребята, хорошая молодежь. команда, да? Да, настоящая. команда. Это же большая командная работа на самом деле, и надо поблагодарить всех организаторов. Здесь на самом деле работа очень большого количества людей, начиная от технических работников, инженеров, да, всех видеографов, режиссеров, сценаристов. Это огромная работа. Организационная работа. Ну и, конечно же, наше правительство, которое поддерживает борьбу, спорт, глава республики, который является и руководителем Федерации спортивной борьбы республики, Арсений Сергеевич Николаев, тоже почтил своим вниманием, пришел вчера на финалы, на открытие, именно он открывал наше первенство.
Владимир Баяновский перед вами. Но он всегда с хорошим настроением. Вот это всегда подкупает, когда человек выходит на борьбу как на не просто как на тяжелую работу, да, а как на то, чтобы как артист, в общем, выступать, да. Это Да. потому что какое-то вдохновение. Не обязательно, конечно, что он сейчас выиграет, но то, что он покажет, постарается выложиться перед болельщиками и перед собой, конечно, да. Потому что спортсмен всегда человек честолюбивый, всегда желающий выиграть, победить. Без этого тоже, без амбиций тоже никуда. Конечно. И посмотрим. Владимир Баяновский и Шахвали Шахвалиев, Ханты-Мансийский автономный округ. Весовая категория до 70 килограммов. Борьба за бронзовую награду. А параллельно у нас идет схватка между двумя бурятскими борцами. Так что у них тоже будет бронзовая награда. Тамир Ишинимаев и Бабасан Подкаменев. Тоже хорошие ребята, кстати, мне понравились тоже борцы. Есть на что посмотреть, на резерв есть у наших тоже соседей, мы видим. И развивается в разных регионах борьба, в соседних наших. Это тоже очень радует. На самом деле. У Красноярска золото И бронза. и бронза тоже есть. Вот тувинцев я не знаю. По-моему, Да, по-моему, по-моему, нету. чуть ниже своих возможностей. Кемерова нету, тувинцев нету. Хотя Сибиряков. там тоже и от жеребьевки же тоже многое зависит. Да, вот, да, я, кстати, тоже ожидал, что из Кемерово будут бороться. Ну, разные бывают и обстоятельства. Проходит многие Владимир Баяновский и зарабатывает 2 балла, при том, что его сопернику еще 2 балла. Вот что меня его подкупает, что он никогда не выключается, да, когда надо. И 4, сейчас будет уже 5-0, если за 14 секунд не возьмет балл боец из Ханты-Мансийска. Он немного удивлен, конечно, таким началом резовым. За минуту 15 успел взять 4 балла Владимир Баяновский. Еще 1 балл. 5-0 Баяновский. Ну и трибуна, конечно, от него требует тут медаль. Жаль, конечно, что не смог пройти в финал, да. Это был бы очень интересно. Но там тоже один из лидеров этого веса в финале Магомед Байтукаев и против Магомеда Лабазанова. Тоже интересно будет посмотреть схватку, но, конечно, хотели бы за золото тоже побороться. Но Баяновский был победителем международного турнира Романа Михайловича Дмитриева в марте. И сейчас он уже в борьбе за медали уже первенства России. Прогресс очевидный. Родом сам из Верхневического Луца, воспитанник Кравчинской школы вольной борьбы, знаменитый имени Дмитрия Петровича Коркина. И какая атака! Ох ты! 4 балла, да? Шахвалиев. 4-5 уже очень опасный Шахвальский. Да, и Баяновскому тоже, да, баллы Два дали. балла, Да, два балла, два да. балла. Все верно, 5-7. Поэтому я немного задумался, почему вот такой разрыв сейчас. Я и смотрю, почему арбитр ним показывал. И непонятно, там такой, оказывается, 2 балла, палец-то, видимо. Вот так просто, а мне видно 1 балл. Только один, да. И последние секунды. И 30 секунд на отдых спортсменам. Владимир, нельзя выключаться. Повнимательнее, да. Да, показывает, что надо вытереть. Вот хороший проход в пятку. Так умел, вот, кстати, Леонид Николаевич. По-моему, один из образцовых проходов в пятку у него был. И проводил, главное, практически с такой позиции, очень неожиданной, скажем, для соперников. А он его придержал в опасном положении. Да. Ну, хоть судьи сработали хорошо.
оценили. Ну, еще Правильно. 3 минуты бороться. Ну, опасно вот так. И вот 4 бальный бросок, а что бороться надо. Да, если сейчас 2 балла, ну, то есть при равенстве это будет уже серьезное преимущество. Сейчас Валиева. Владимиру надо самому работать. Надо уходить в защиту и так далее, не думать слишком много. Вот, правильно, правильно. 4 балла. 4 балла. 4 балла. Судья из Новосибирска. Видно, что Молодец. волнуются, болеют наши и Павел Павлович Пенегин. За родную школу, за якутскую борьбу тоже. Ну, опасный бросковый борец с красным Бросковый, триком. да. И тот, и другой скажет. И Владимир тоже не лыком шут оказался. Ну, правильно, ему, наверное, тренеры тоже взбучку сделали, что да, в полуфинале он как-то закрыто боролся. Да. Он немного там, конечно, перегорел, наверное. Опа, началось. Да, началось. Нельзя. Ну и тот, и Спасибо. другой, на самом деле. Да, и поэтому обоих предупреждает, дают руки спортсмену. Ну, здесь, конечно, накал большой. Это борьба за бронзу. Один из них останется без медали. Конечно. Что тут сделаешь? Это спорт. И надо за третье место тяжелее схватку победить. Чем большой финал, да? Да. Владимир. Большой финал уже застрахован, все равно медаль есть. Здесь жесткая борьба идет. Очень. Да. Ну, финал каким должен быть. Ну, немного здесь, конечно, уже чуть грязно. Начинают в последние минуты бороться. Спокойнее надо сейчас Владимиру. И Да, тоже свою да. борьбу показывать надо, да. Да. В концовке тоже. На провокации не обращать поддаваться, внимания, да. да, не поддаваться. Бороться своей борьбой. Вот попытка прохода. Надо, да, вот напряжение держать, не давать работать, вязать. Финты какие-то, да, устрашать. Много же всяких приемов, ложных движений. Последняя минута. 50 секунд разделяют от заветной медали. Ох, хорошо, в пятку опять прошел Владимир Баяновский. Это же 13-5 счет. Один накат. Один накат и все. И медаль в кармане. Ну хорошо защищает Саша Хвалиев. Я думаю, 38 секунд. да. Комфортно он себя чувствует, пока счет. Самое это- главное не попасть. Ну, вот этот проход в пятку, конечно, хороший прием. Красиво! 4 балла. И туше. Туше. 17-5. Поздравляем Владимира Баяновского. И, конечно, он взрывает трибуны. Все тренеры поздравляют борца. И мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Да, Вот поздравляем. как надо бороться на самом деле, да. Будь это финал или какая-то другая схватка. Владимир Баяновский, поздравляем с бронзовой медалью. Чуть не оговорился. Очень Но хорошая схватка. потому что этот финал дороже золота иногда, как Конечно, говорится, да. Для нас это сегодня это так. Вот. Очень опасный этот прием такой, да, вот этот. Вот это ответ на грубость. Ты должен провести технический прием. Вот, да? красиво. Какие амплитудные красивые движения. Борьба во всей красе перед вами. Владимир Баяновский. Очаровательная улыбка молодого спортсмена из Якутии. И у нас финальный поединок. Заключительный в нашем первенстве. Даже немного грустно стало, потому что завершаются у нас соревнования. Магомед Байтукаев из Чечни в красном трико и его соперник из Дагестана Магомед Лабазанов. Да, Байтукаев мне нравится, он так спокойно борется. Такой. Уже как классный мастер, Да, да? уже, да, сформированный. Такой. Зрелая борьба. Борьба у него. Ну, даже его действия такие расслабленные все. Но взрывной. Техничный, да? Да.
Ну, у Чечни тоже своя школа борьбы, конечно, которой иконы, можно сказать, да, и Да. Бувайсар Сайки, и Адам Сайки. Как они красиво боролись, да, наверное, мало с кем можно сравнивать этих борцов. Как, с такого захвата, как спокойного. Уходит как, да, вот И 2 балла забрал. красиво. 2-0. Байтукаев. И в партере как работает, да, спокойно. Вот о чем вы говорили, вот это да, вот это мастерство тоже, да, 4-0. Уже ведет Байтукаев. И как? Еще Еще 2 2 балла. балла. 6-0 уже за 1 минуту. И спокойно так. Да, большой мастер. Очень такой чувствительный. Он приятно его смотреть, как он борется. Такой борьбой, да? Да. Рудик Флоп такой спокойный, ну, слабый, действия, эти движения у него все, но все делает до конца. А как боролся тот же Джамал Тарсултанов, Да. Гайгиреев, как летающий борец, да, как он боролся. Красиво тоже. Очень Школа красивая все равно борьба. есть у них. Школа все равно у них есть, в Чеченской Республике. Действительно красивая Да. борьба. Заур Батаев, какой Да, бысковый да. был. А Гайгиреев это вообще... Просто, да, он в каком 13-м году был признан лучшим Да. борцом мира, Да. чемпион мира. Вот на том чемпионате мира я был, я смотрел в Будапеште. И он тогда, по-моему, ни одного балла не дал. Ни одного балла не дал. Всех выиграл досрочно, включая финал. На чемпионате мира, представляете, да? Как дорогого стоит, конечно, такие яркие борцы. Ну как Как хорошо. все красиво. Вроде кажется просто, да? А в простоте-то же это и мастерство, как раз признак Ну, мастерства. 10, И да. все, 10. Вот это да. И видите, как оценили тоже наши ценители вольной борьбы, как поздравляют Магомеда Байтукаева. Всех так прошу. Всех. Красиво, красиво. Тоже один из лучших борцов. И улыбается, конечно, что так поддерживают борьбу, да, борцы, любители вольной борьбы. Это знаменитые болельщики из Сунтарского района, да, Улуса, которые приехали за 1000 километров. А у нас сейчас будет церемония награждения, и мы будем потихоньку тоже прощаться. Но пока посмотрим и насладимся вот этими моментами. Вот вы как профессор оцените. Дайте оценку. Не, но Блестяще. такого вот уровня, вернее, такой борьбы, и его, как он борется, да, я давно не видел. Да, это Очень высокая оценка. спокойно, лишних движений нет. Чего-то. То, что он делает, все осмысленно. Он заранее, видимо, знает, что будет он делать. Это признак большого. Никакой суеты, никакой не. Некоторые начинают там это все. А он спокойно. Так что, Да, любители вообще. вольной борьбы, возьмите на карандаш, смотрите за выступлениями этого парня. Большое будущее у этого парня. Да, это весовая категория до 70 килограммов, видимо, во взрослой борьбе уже в 74 перейдет, да? Но... Да, благодарим Салтана Сергеевича. Салтан Сергеевича дела за помощь, за ваш комментарий, за вашу мудрость. И, конечно же, ждем вас в гости, как всегда. Спасибо. Спасибо. Даня, всего хорошего. Ну и весовая категория до 92 килограммов. Церемония награждения. Еремей Сергеев, вот он перед вами, представитель Чувашии, с серебряной медалью первенства России. Мустафа Гаджималыч Дибиров, победитель первенства России в весе до 92 килограммов.
уважаемые телезрители, это, конечно, был настоящий праздник борьбы, спорта, дружбы. 3 дня ярких выступлений юных борцов, молодых борцов. Конечно, Владимир Баяновский порадовал сегодня своей борьбой, что очень важно. Ну и отметим всех ребят, нашего тренера, старшего тренера молодежной команды Василия Прокопьевича Неустроева, который подготовил команду, привел ребят к медалям, порадовал болельщиков. Фотография на память, конечно, традиционная. Многие преданные болельщики ждут последнего. Ждем выхода спортсменов весовой категории до 70 килограммов, которые завершают наши соревнования. Награждение будет проводить олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин. Ждем спортсменов. Леонид Николаевич Спиридонов перед вами, министр по физической культуре и спорту, призер чемпионата мира, чемпион Азии, призер азиатских игр Михаил Дмитриевич Пахомов, руководитель Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Да, руководители, которые организовали наше первенство. Ну и спортсмены готовы, да? Или нет еще? Ждут и журналисты, ждем и мы. Видите, да, вот ковров сколько камер. Большое внимание к нашим соревнованиям, первенству России.
Александр Савельевич Конешников со своим другом и тренером беседует. Абдусалам Аматханович Гадисов, тоже старший тренер сборной команды, молодежной сборной команды России. Тоже все 3 дня соревнований был у нас здесь. Много смотрел все схваток, ну, наверное, все финальные уж точно. И очень внимательно следил за всеми спортсменами. А вот и герои наших соревнований, призер и победитель первенства весовой категории до 70 килограммов. Ждем окончания церемонии награждения. Да, почувствуйте атмосферу в нашей арене, да, очень. Все 3 дня очень много было еще и болельщиков. Сейчас, конечно, многие ушли с трибун, но вот это ребята и тренеры, и организаторы. Василий Петрович Уваров, аксакал вольной борьбы, тренер именитый, именем которого, кстати, совсем недавно была названа спортивная школа вольной борьбы Мигина Кангаласского вуза. Целая школа будет носить имя Василия Петровича. 43 региона страны были в гостях у нас в Якутске. Жалсо Алхамажапов, старший тренер Бурятии, тоже именитый борец в свое время, именем которого даже прием назван в борьбе. Салтан Сергей Засеев, кстати, вот и Петр Петрович Имшанов, мой сокомментатор и наш старший брат, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России.
Ну, 3 дня, жарких дня у нас позади. Действительно, наверное, такого давно у нас не было, чтобы больше 20 часов эфира у нас за 3 дня вольной борьбы. Надеемся, что всем болельщикам тоже все понравилось. Все посмотрели, насладились вольной борьбой во всей красе. Болели за наших ребят, конечно, получили большое удовольствие от финальных поединков. Поздравляем наших призеров. Лев Павлов и сегодня Владимир Баяновский, обладатель бронзовой награды, которого мы ждем на помосте. Очень красочное оформление, как видите, да, лучше, чем, наверное, на многих концертах. Владимир Флегонтов уже который день тоже наблюдает за схватками, болеет за младших братьев-борцов. Тоже яркий борец был своего поколения, призер Иргинского турнира, многих соревнований. Да, и подходят спортсмены. Недавно они отборолись, поэтому немного затягивается у нас церемония награждения. Понятно. И начинается у нас церемония. Да, называет Владимира Баяновского. Поздравляем Володю с бронзовой наградой. Блестящее выступление молодого атлета и медаль из рук легендарного борца Павла Павловича Пенигина. Да, и серебряный призер в этой весовой категории. Так, 92 килограмма, 70 килограммов. И победитель перед вами Магомед Байтукаев. Серебряный призер Магомед Лабазанов. А к нам присоединяется Михаил Дмитриевич Пахомов, руководитель Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Подведем небольшие итоги. Михаил Дмитриевич, добрый день. Поздравляем с еще одной медалью. Как вам кажется, какие итоги для нашей сборной, для нашей команды? И, конечно же, как вам вообще соревнования? Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, во-первых, хочу поблагодарить всех наших болельщиков,
борьбы, спорта, за то, что вы болели за наших ребят за эти 3 дня. Благодаря вам наши ребята, Лев Павлов занял 1 место, и Владимир Баяновский занял 3 место. Но если подвести итоги, то мы, конечно, надеялись на весовую категорию 61 килограмм, в частности, на Свинцова Артема, Яковлева Виктора. Ну, ребята, я вам скажу, что еще себя покажут. Да, ребята молодые, да. Ну, что меня порадовало, да, что сегодня в малых финалах, да, хотя и не выиграли медали, но ребята по 17 лет, Юлиан Григорьев и Эдуард Попов, к примеру, да. Значит, у нас есть резерв. Да, резерв определенно есть. Ребята мотивированы на тренировки, чтобы показать большие результаты, чтобы порадовать наш народ. Поэтому, в принципе, помимо этого у нас еще есть прошлогодний чемпион Станислав Сильнобоев. Молодые ребята есть, да, поэтому мы сейчас состав сформировали на будущее. Сейчас с тренерами обсудим, проанализируем, кто как боролся, и дальнейшие планы сделаем. Да, кстати, на экране Владимир Баяновский с личным тренером Иннокентием Васильским. Поздравляем и личного тренера, и, конечно же, Володю. Михаил Дмитриевич, вы, конечно, скромно умолчали, что вы как организатор, главный организатор, да, наверное, не можете давать оценку, конечно же, проведенному соревнованию, но и отзывы, конечно, очень хорошие. Ну и мы сами видели, да, сколько болельщиков пришли, как болели на трибунах, да, вчера на финалах вообще полный зал был практически. Да. И главная цель, наверное, вот такая тоже была, да, что мы выполнили. Да, мы от лица организатора хочу поблагодарить, во-первых, Илдархана, нашу главу республики Арсения Сергеевича Николаева, за то, что он принял решение провести именно первенство России у нас в городе Иркутске спустя 17 лет. Поэтому и правительству большое благодарность, нашим спонсорам, конечно же, нашим болельщикам. Потому что мы постарались сделать зрелищно оформление зала. Да, все было очень красиво. Да, действительно. Спасибо, да. Михаил Дмитриевич, огромное спасибо вам за вашу работу, за организацию такого турнира. Да. Я как спортивный журналист был тоже на многих соревнованиях. Хоть и не спортсмен, да, но на многих соревнованиях я был. И поэтому есть с чем сравнивать, действительно на самом высоком уровне. Ну а для болельщиков, конечно же, мы от лица и национальной вещательной компании САХА благодарим, да, за подобные, за то, что они поддерживали борцов. Это на самом деле очень важно, когда приходят в зал, поддерживают, и борцы это чувствуют, да, и передается вот эта атмосфера у нас создается определенная. И из других регионов тоже, да, мы видели после финалов, как благодарили спортсмены болельщиков, да, как тепло относились. Поэтому большое спасибо. Ну, еще раз прощаемся, но ненадолго. Я надеемся, что у нас будут еще не одни большие соревнования. Совсем скоро осенью уже у нас будет большой турнир, тоже международный наш юбилейный, юбилейный турнир Дмитрия Петровича Коркина. Так что всем любителям борьбы еще раз большое спасибо. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, любите борьбу. До свидания. До свидания. Спасибо.